Еще совсем недавно печенье и пряники в форме веселых человечков и съедобные красочные домики были для нас элементами европейских сказок. Сегодня имбирное печенье стало чаще появляться на кухнях наших хозяек. Принято считать, что выпечка с добавлением молотого имбиря – это традиционное блюдо английской кухни. Но это совсем не так. На самом деле все началось гораздо раньше. Сам пряник появился в Древнем Египте. Пекари стали добавлять в тесто всяческие пряности для аромата. Кстати, отсюда и происхождение русского слова «пряник» с добавлением пряностей. Чтобы выпечка хранилась как можно дольше и не портилась, египтяне придумали добавлять в нее мед. Продукт пчеловодства стал природным антиоксидантом. Даже сегодня правильно приготовленный пряник без химических добавок может храниться полгода и не потерять своих вкусовых качеств. Всем привет, дорогие друзья! Лето в самом разгаре. И сегодня, мне кажется, каждый родитель думает о том, чем можно занять своего ребенка. Один из вариантов – это, конечно же, мастер-классы. Сегодня их огромное количество. Можно и лепить, и рисовать, и танцевать. Но мы поговорим сегодня о вкусной теме, потому что мы будем говорить сегодня о приготовлении имбирных пряников. И в этом мне поможет мастер, который занимается этим постоянно, видимо, с детьми, да? Знакомьтесь, Татьяна. Татьяна, ну давайте поговорим вообще для начала о том, кому положены такие мастер-классы, для чего и, конечно, как заинтересовать своего ребенка прийти именно на такой кулинарный мастер-класс. Сейчас современные дети очень хотят творить именно на кухне. Они хотят творить. Но обычно также бывает, что родители не разрешают, да, детям. Да. И уж тем более все, что связано с мукой, значит, вот с приготовлением различных пирожных, все именно бегут оттуда. А тут у нас в нашей студии все позволено. Мы сегодня вот выбрали именно имбирные пряники. Пряники дети очень любят, украшать тем более. Украшаем мы прянички вот такой глазурью, специально подготовленные, разного цвета. Пряники мы подготовили тоже заранее. А все-таки, конечно, интересует в первую очередь состав этих пряников, есть ли в них имбирь, самое главное. Вот. Да, имбирь действительно там есть, и корица, имбирь, мед, мука, конечно же, яйца. Вот все, весь ингредиент. Он очень простой в приготовлении, имбирные пряники. Потом мы их выпекаем, правильно? Выпекаем, да, с 180 градусах, буквально 8-10 минут выпекаем. Они очень быстро готовятся. И сразу же можно вот украшать, да. Глазурь мы делаем из сырого белка и сахарной пудры. А цвет как добавляем? Можно добавить вот разные красители по вкусу. Так. И можно сразу приступить к украшению. Ну давайте пока начнем, да, украшать, а там уж поговорим. А вот дети все-таки бывают же неусидчивые, да? Вот вы даете им крем, и здесь начинается, наверное, полный хаос. Или все-таки они только дома так? Дети очень любят творить у нас в творческой студии. И именно для усидчивости вот украшение пряников очень как раз-таки подходит. А глазурь, это вот вы сказали чистый белок. Вы взбиваете его? Взбиваем вместе с сахарной пудрой. И добавляем вот лимонную кислоту. Можно еще добавить по вкусу ванилин, чтобы он такой вкусный был. А красители? Красители можно вот пигментные красители использовать, можно жидкие красители. Ну, то есть сейчас, в принципе, в кондитерском искусстве очень большое, да, изобилие различных. Да, очень-очень. И, кстати, вот глазурь в готовом виде тоже продается в кондитерских магазинах. Называется он айсинг. То есть она уже все замешано? Просто... Да, все замешано, и просто
нужно смешивать с водой, и все готово будет. Сколько примерно длится один мастер-класс вот по приготовлению имбирных пряников? Как я уже ранее говорила, мы заранее подготавливаем, все готовим дома для детей. И для украшений буквально где-то максимум час где-то так. Целый час сидят и украшают, да? А что еще можно использовать для украшения? Можно разные посыпки, можно. Мгм. Посыпки для торта всякие можно использовать. А глазурь у нас застывает очень быстро. Очень быстро. 5 минут и все. А, то есть дети пришли уже с готовым с готовым пряником уже уходит. Мгм. Вот А так. можно ли наносить глазурь на горячую печеньку, или она должна быть остывшей? Нет, печенька должна быть обязательно остывшая. А за счет чего печенька становится такой коричневой? За счет вот имбиря и корицы. А имбирь это вот, который продается, да, значит, у овощи, фрукты, где продают, да? То есть его на терке нужно натирать? Нет, Это не тот имбирь? специальная вот приправа уже готовая есть в пакетиках. То есть свежий не берем? Нет, в продуктовом магазине, в любом продуктовом магазине он продается. Глазурь бывает у нас разная. Мы сейчас вот держим базовую, она более такая густая. Вообще традиция добавлять имбирь в пряники зародилась еще, оказывается, в XI веке. И говорят, что именно имбирь считается залогом хорошего сохранения этого печенья, да? И здесь нужно спросить у мастера, сколько хранятся эти печеньки? Имбирные пряники хранятся очень долго, буквально до 6 месяцев можно хранить. То есть это такой мастер-класс, который можно еще потом сберечь на полгода, да? Они не портятся. Главное, вот правильно хранить нужно. То есть до полугода могут храниться такие замечательные печеньки. Хорошо, варианты упаковки, да? Ну, конечно, это в первую очередь это делают обычно, наверное, на подарочки, да? Вот такой вот красивой специальной упаковке дети оформляют свои прянички. Вот из таких бумажных подложек можно чуточку вот добавить, чтобы красиво было. И сюда мы укладываем наши печеньки. Вот так. То есть буквально 20-30 минут увлекательного процесса, и с таким замечательным подарком придет ребенок домой. Мне кажется, порадуется и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. Ну а самое главное, вечером можно еще устроить и чаепитие, и все это дело съесть. Какие еще варианты есть вот, для использования имбирных пряников? Как мы уже сказали, имбирные пряники очень долго хранятся, и их можно использовать как украшение. Вот, например, на дне рождения можно использовать как кэнди-бар. Кэнди-бар. Украшение для кэнди-бара можно использовать. Для этого нам нужно шилом делать дырочки вот на наших пряничках. Вот такие дырочки. И на них нанизывать ниточки. То есть это такой еще и вариант декора, да? Да, вариант для декора именно. Можно оформить фотозоны, да? И для нашего вот кэнди-бара нам понадобится палочка. Вот это, да? Вот эта палочка. И мы будем вешать их, там наши прянички. Ну и здесь процесс уже совершенно простой, то есть нам нужны веревочки, дырочки у нас есть, осталось только все это дело хорошенечко закрепить. Вот так вот. У вас хорошо получается, а я пока разделяю ниточки.
Можно и использовать как елочные игрушки. Ну, собственно, наши подвязочки готовы. То есть совершенно несложный процесс. Сделали тесто, выпекли печеньки, взяли все, что есть у вас в доме для украшения, будь то глазурь, будь то присыпка, бусинки, да, может быть крем какой-то. Да даже, мне кажется, и сгущенкой можно украсить это все дело. То есть на что фантазия у вас, да, позволяет. Ну а мы сегодня предлагаем вам вариант такой некой фотозоны. Тоже все очень просто. У нас есть палочка, мы проделали дырочки, завязали все веревочкой. И, значит, вот такую фотозону, сделанную собственными руками, мы предлагаем вам как вариант украшения либо детской комнаты, либо фотозона, либо кэнди-бара. Можно добавить цветных ленточек сюда, да, и будет очень все очень даже красиво. Стильно еще, да? Да, это так своеобразно, необычно. Еще бы камера передавала ароматы, какие у нас сейчас здесь присутствуют, да? То есть это такое еще, это можно сделать как ароматизатор в комнате, да? Если вдруг у вас будет висеть вот такая замечательная гирлянда, ароматы будут вас просто радовать, благоухание потрясающее. Возьмешь так по этой. Вот такая замечательная гирлянда, фотозона, я не знаю, назовите как хотите. Самое интересное, что здесь же можно с детьми и поиграть. Ну, допустим, выложить имя ребенка, да, к примеру, на... Желание написать можно. Желание можно написать. Ну, а еще есть же и гадание. Да, кстати, на имбирных пряниках раньше гадали. Ага. Прямо вот на руке сначала желание загадывают и разбивали. Если на 3 части вот разобьется печенька, то ваше желание сбудется. Вот. Но мы не будем портить эту красоту нашу, да, погадаем на наших цельных имбирных печеньках. Давайте попробуем. Давайте, загадать желание это обязательно надо. Так, ну что, только 3 части, да, должно быть? Сначала загадываем желание. В одной руке держим, да? Так. Да. И ломаем? И ломаем. Если на 3 части разобьется, У меня не ломается. сильно надо. У меня 3. Как раз 3. У вас 2. У меня, к сожалению, нет. Ну что, я очень надеюсь на то, что мое желание обязательно сбудется.
Вот такое увлекательное, замечательное дело. Мне кажется, что ребенка сегодня нужно развивать в разных направлениях. И одно из них – это кулинарное мастерство. Почему бы нет? Приучить его вообще к тесту, к украшениям, к декору. Ну а самое главное, конечно, к творческому процессу. Ну а в конце поиграйте с ним, загадайте желание, и мне кажется, ребенок будет очень рад. Спасибо вам большое за Спасибо вам. потрясающий мастер-класс. Приглашаем всех вас, не только деток и взрослых в нашей творческой студии «Саин». Развивайтесь вместе с нами. До новых встреч, и мы увидимся совсем скоро на телеканале Якутия-24. Творите, созидайте, и всего вам самого наилучшего. Ребята, что вам больше всего понравилось, когда вы делали имбирные пряники? Мне больше всего понравилось все. Все понравилось? Хорошо. А вот как вы выбирали свои печеньки? Вам нравятся больше животные или какие-то геометрические фигурки? Мне понравились животные, Животные, а мне фигурки. фигурки, Человечки. человечки. А вкусные, что больше вам нравится, крем или сама печенька? Кем? Никем. Не сама печенька. Крем и печенька. А сколько печенек вы можете съесть за один раз? Я штук где-то 3. 3 штучки. А я где-то 5 и 4. 5. 50. 50 штук? А что больше нравится вам? Рисовать, танцевать или делать печеньки? Мне все. Мне давать. Рисовать? Танцевать? Да. Танцевать. Ну, мне кроме танцевать. Все, кроме танцевать. Я люблю, Он любит лепить. Я люблю лепить. Украшения мне тоже сегодня понравились.